Раньше я слышал, что деньги по году там не отдают нам за сделанную работу. А сегодня мы бегаем за подрядчиками. Берите деньги, возьмите, сделайте свою работу. А работу делать не хотят. Количество неблагонадежных подрядчиков Минстроя все еще увеличивается. Только за 2020 в этот черный список попали 6 строительных компаний. И по словам министра, по итогам 2021 их будет еще больше. А все потому, что недобросовестно относятся к своим обязанностям. Мотивы и причины такого отношения к условиям контракта у каждого разные. Но итог везде один – незавершенные объекты строительства и долгострои. Подрядчик, который берет на себя ответственность, у него есть 10 дней после того, как тендер, протокол вывесили, что он выиграл этот объект, у него есть 10 дней. Из-за того, что нехватки у него специалиста, он не может определиться, что у него там неправильно, что у него там не хватает, где что у него надо сделать, как быстрее это сделать, как быстрее это построить. Вот это вот есть самое главное особенность наших подрядчиков. У них подход такой. Они говорят, если он выиграл этот тендер, значит, это мой объект на всю жизнь. И детям можно по наследству передать. Достраивать. Дети не могут пойти в школу, очереди в садике не сокращаются, а кто-то вынужденно продолжает жить под крышами аварийных домов и в оползневых зонах. В общем, прежде всего от недобросовестных подрядчиков страдают люди, для которых все это строится. Ну а претензии зачастую предъявляют Министерству строительства. И каждому не получается объяснить, что условия контракта подрядчикам не соблюдаются. Есть у нас объекты, которым мы деньги не даем. Почему не даем? Потому что нет выполненного объема работы. И не дадим. Лучше я деньги сохраню, чем я отношения налажу с этим подрядчиком. И это субсидии федеральные нам, которые дают не для него, не для Минстроя, а дают для народа. Любой рубль, который заходит на территорию республики, это для каждого человека посчитано дают. Будь она школа, вот у нас субсидии на ЖКХ, это все. А у нас подход такой, что нет, это есть деньги наверху, они нам еще дадут. Извините, никто ничего не даст. Заключая контракт, Минстрой предлагает выплатить 50% аванса, но, по словам Микаила Балахоева, никто из местных подрядчиков не хочет соглашаться на эти условия, потому что необходимо предоставлять отчет за каждый этап работы. У нас в республике меры бюджетного принуждения. Я даже это в некоторой степени приветствую по отношению к строителям. Почему? Потому что нам нужно учиться деньги зарабатывать. Это практически бизнес для подрядчика. Он зарабатывает деньги. Ему дают деньги. Пожалуйста, у него проектно-сметная документация есть. Там поэтапно все разбито. Строй, получай свои деньги. Делай, мобилизуй силу. А так он пришел, печать. У него в кармане, устав под мышкой. Больше у него ничего нет. Есть такие строители. Как-то они по закону пролазят. Много долгостроев в Малгобеке. 26 домов для жителей оползневой зоны в микрорайоне Малгобека уже должны были быть сданы. Подрядчик получил деньги, но не достроил. Пока нет судебного решения по этому делу, а значит, просто нужно ждать. Много лет по вине строительной компании не могут достроить садик в Кантышево. К ним же относится психоневрологический диспансер, который строится с 2014 года. Здесь тоже сменили подрядчика. Психоневрологически, получается, это почти 7 лет мы его строим, республика его строит, хотя деньги были. Многие из объектов, брошенных подрядными организациями, Минстрой при поддержке главы региона завершил. Для этого привлекали дополнительные средства и другие строительные компании. Так, 1 сентября была сдана первая школа Карбулака, которую тоже строили более 5 лет. Усилиями главы был восполнен остаток 46 миллионов. Сейчас завершается прокладка дороги Ж1 и Ш1. На его реализацию глава республики попросил 100 миллионов в рамках программы «Стимул». Также удалось вручить ключи жителям Малгобека от домов Базоркина 56 и 64. Их ждали с 2016 года. Ввели 2 садика в эксплуатацию в Сагапши и Новом Реданте. 3 садика старых, которые полностью 100% получили деньги. Это НРК, Сагапши, это Новый Редант, это Кантышев. Сейчас мы до конца декабря этот садик тоже сдадим. Полностью 100% деньги получили, и никто не ответил за это. Но у нас судебные иски есть, выставлены к ним. Могу сказать, это компания «Профстрой».
Это бастион. Минстрою региона приходится сталкиваться не только с подрядными, но и субподрядными организациями, которые требуют выплатить им деньги за проделанную работу. Согласно договору, малым и средним предпринимателям подрядчик сам обязан оплатить оказанные услуги, ведь Минстрой заключает контракт исключительно только с подрядной организацией, которая выиграла тендер. Вот со своего заказчика и нужно требовать оплату. Субподрядчики его приходят, обвиняют и пишут на главу, пишет на правительство, пишет на Минстрой, пишет на все эти социальные сети, тоже там пишет и говорят, нам Минстрой должен деньги. Не должен вам деньги никто. Вы знаете, с кем вы заключали договора? Пожалуйста, требуйте у адресата. У него он должен требовать, не у Минстроя. Минстрой свою задачу выполнил. Однако недобросовестные подрядчики не считаются и со своими наемными работниками. Очень часто на прием к министру просятся люди, которых строительные компании оставили без заработной платы. Долгие годы граждане работают на стройке и в снег, и в зной, но деньги за это могут не получить. Конечно, здесь рабочим дорого обходятся неоформленные трудовые отношения согласно трудовому законодательству. Это перед Богом очень страшно. Человек, если поработал, заработал деньги, и ему эту зарплату не отдают, а за этим человеком стоит семья. А где наша пятница, к которой мы в мечеть ходим? А где наш Всевышний, которого мы все время вспоминаем, если мы людям не отдаем деньги? Они же не просто так пришли на работу. Они же пришли, не имеет значения, русский он там, китаец, вьетнамец, азербайджанец. Он должен получить то, что он заработал. Задерживается сдача некоторых объектов не по вине подрядчиков. Сильно на строительной отрасли отразилась пандемия, как в регионе, так и по всей стране. Количество рабочих сокращается из-за болезни, а некоторые строительные компании даже теряют своих ценных работников. Также на 30% увеличилась стоимость строительного материала. Для завершения ряда объектов по нацпроектам «Образование и демография» Минстрой должен доплатить подрядным организациям более 700 миллионов рублей. Сегодня пересчет мы сделали. В Москву это все отправили. До сих пор ни одной копейки подрядчики не получили на счет удорожания. До конца года Минстроем была запланирована сдача 14 школ и 9 детских садов. Правда, 7 общеобразовательных заведений из этого списка из-за подорожания стройматериала по судебному решению признаны переходными и будут сданы в следующем году. Завершить и сдать намеренный психоневрологический диспансер в Плиеве и не только. У нас есть городская среда, которую мы успешно закончили сейчас. У нас есть стимул программы. У нас есть чистая вода, тоже мы план выполним. Незавершенка строительства в регионе, как отметил министр, достаточно высокая. И некоторые безответственные исполнители заказа пытаются прикрыться пандемией и тем самым оправдать задержку строительства. Есть штрафные санкции. И там не 100 рублей, там миллионы. Есть график строительства. Мы же тоже люди, мы же знаем, мы же тоже строили. Мы знаем это хорошо. В Минстрое работают в основном те люди, которые они работали, опыт работы знают. И видели тех, кто юлит, кто ссылается на родственные отношения, кто ссылается на то, что я завтра это сделаю. То, что отложено на завтра, оно уже потеряно. Есть такие люди, но мы с ними боремся. Юридический отдел Минстроя ведет свою работу непрерывно. Только за 2 года министерством выставлены претензионные иски в размере 600 миллионов. Михаил Балахоев заявил, временных отсрочек и поблажек у подрядчиков больше не будет. Главная цель Министерства строительства – вовремя и качественно воплощать в жизнь все задачи, поставленные руководством региона и правительством страны. Проблем много, но решать их надо. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.